Всем привет! Вот уже несколько лет я использую бормашины для реализации своих творческих идей. За это время в моих руках побывало множество моделей из разных ценовых категорий, и вот наконец я добрался до профиля. Сразу скажу, покупка этой бормашины была для меня долгой и мучительной. Сначала я никак не мог решиться, какую модель мне взять, или взять сразу все. Читал мнения, смотрел видео на ютубе. И вот наконец я решился, и в моих руках оказался профиль М01КФ. Сразу снимать обзор я не стал. Решил сначала немного поработать и посмотреть на нее в деле. Сразу могу сказать, что машинка мне понравилась, но у нее есть свои нюансы, на которые в принципе можно закрыть глаза. Бормашины «Профиль» производятся в России, а если быть точнее, в городе Москва. Купить их можно во многих интернет-магазинах. Полный список предоставлен на сайте Profil Tools, ссылку на который я оставлю в описании. Лично я покупал на bormash.ru. И это не реклама, честно. Приобрести данную бормашинку можно как отдельно, так и в комплекте с блоком питания и педалью. Конкретно эта модель имеет название аббревиатуру КФ. Это значит, что она комплектуется наконечником Фордом, модифицированным для установки на этот двигатель, что дает возможность использовать с этой бормашиной аксессуары Фордом. При этом работать ей, как мне кажется, удобнее, чем тем же Фордом с гибким рукавом. Трехкулачковый патрончик зажимает наконечники диаметром от 0,3 до 4,5 мм. Скорость вращения регулируется изменением напряжения в диапазоне от 18 до 24 вольт. При этом минимальные обороты составляют 6, а максимальные 10 тысяч. Применяется данная бормашина для резки, пилки, фрезеровки, шлифовальных и полировальных работ по камню, кости, стеклу, керамике, дереву, цветным и черным металлам. Мощность и обороты двигателя позволяют обработать пластмассу без оплавления, дерево и кость без сколов и поджогов, металлы без дробления, эффективно снимая материал. Мотор защищен от попадания влаги, что дает возможность использовать бормашину для обработки камня и стекла с применением охлаждающих жидкостей. Стоит также заметить, что данная машина не предназначена для мелких работ. Ей очень удобно придавать основные формы, а также производить шлифовку и полировку. Для работы с мелкими деталями есть другие, более подходящие варианты. Корпус прибора выполнен из дюралюминия. Масса бормашины составляет 460 грамм. Длина рабочей части прибора составляет 96 мм. Диаметр рабочей части 25 мм. За счет своей конструкции бормашину можно использовать в сверлильных стойках, а также собирать на ее базе различные мини-устройства. А теперь внимание! Производитель дает пожизненную гарантию на данный продукт, и это немалого стоит. В работе машина показала себя очень уверенно. В ближайшее время на моем канале выйдет несколько роликов, где я буду работать в основном ей. Из минусов хочется упомянуть только специфический звук работы данных машинок, но к нему быстро привыкаешь. Я считаю, что совокупность всех плюсов и минусов данной бормашины делает ее неплохим конкурентом для зарубежных аналогов. Вот, собственно, и все, что хотелось сказать на данный момент. Также хочу поделиться с вами небольшой информацией. Количество подписчиков моего скромного канала уже перевалило за 700, и это вроде бы небольшая цифра, но для меня это очень много. Спасибо, что вы смотрите мои видео, ставите лайки, даете интересные идеи в комментариях, это очень важно для меня. В связи с этим в моей группе ВКонтакте проходит небольшой розыгрыш, так что обязательно перейдите по ссылке в описании и примите участие. И еще, так как теперь у меня появилось больше свободного времени, видео будут выходить чаще, плюс я решил вернуть некоторые старые форматы, которые давно подзабросил, и стараться улучшать качество своего контента. Вот, вроде бы все сказал. А вам всем большое спасибо за просмотр, удачного дня и хорошего настроения. Пока!